В эфире «Актуальное интервью» в студии Марфрина Алексеева. Здравствуйте. Человеческий капитал называют самым ценным экономическим ресурсом в современном мире. Каждый руководитель понимает, как важно найти талантливых сотрудников и создать сплоченную рабочую команду. Как этого добиться, сегодня мы об этом поговорим. Гость студии Василий Миронов, ректор Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Василий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие тенденции в сфере управления кадрами вы видите сегодня? Действительно, трендов управления кадрами в HR-сфере сейчас очень много. Отмечу некоторые из них. Наверное, один из самых основных – это все-таки привлечение талантов, таких грамотных специалистов в условиях дефицита кадров. Это, конечно, вызвано и демографическими вызовами определенными, да, и в целом глобально, конечно, дефицит кадров по всей стране ощущается. Это свидетельством этому являются и такие исторические минимальные показатели безработицы. Поэтому есть определенные условия, такая высокая конкуренция на рынке кадров, и это становится больше рынком не работодателя, а рынком кандидата, то есть рынком работника. Да? Также тенденцию можно отметить следующую – это поиск нового баланса между личной жизнью и работой, настройка новых гибридных форматов работы. Это особенно после ковидного периода, да, когда стали очень активно развиваться и удаленные форматы работы, и гибкий график. И это сейчас работниками это является достаточно таким немаловажным фактором для них. Да? Также одна из тенденций, которая тоже в целом на жизнь нашу влияет, это развитие, распространение искусственного интеллекта. Он, конечно, и активно используется как в кадровых инструментах, так и в целом влияет, да, на рынок труда. То есть некоторые профессии действительно под риском исчезновения, да, становятся, а некоторые специалисты, наоборот, искусственный интеллект используют для повышения своей личной эффективности, да, профессиональной эффективности. Растет спрос на многозадачных специалистов. Также связанное с дефицитом это использование скрытых источников рабочей силы, да, это как раз люди пенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, они на самом деле тоже очень могут активно вовлекаться в трудовую деятельность. И в условиях дефицита кадров, конечно, работая с этими категориями населения, конечно, она должна тоже на какой-то новый качественный уровень выходить. И тоже сама роль HR, да, специалиста по управлению кадрами, по управлению персоналом, она действительно меняется, усложняется. Если раньше это была такая учетно-административная функция, да, кадровое делопроизводство, то сейчас это, конечно, гораздо шире. Это стратегический партнер организации, это агент изменений, то есть чтобы организация была конкурентоспособной в современном мире. Высока роль, конечно, как раз HR-специалиста. И, безусловно, цифровизация самих кадровых инструментов идет, продуктовый подход активно внедряется. В развитии персонала самого тоже обучение персонала. Без этого сейчас невозможно. То есть если мы не можем талантов на рынке свободном найти, надо их у себя внутри, да, взращивать. И, конечно, идет ориентация на такие короткие, точные курсы, помодульные программы. Это все тренды как раз в развитии сферы управления кадрами. А как в Якутии развивается работа в этом направлении? Действительно, это работа каждого, задача каждого работодателя. Крупные предприятия республики и бизнес в целом активно внедряют и практики, передовые практики HR-инструментов. Госсектор, который я непосредственно представляю, тоже, да, мы работаем с государственными, муниципальными служащими, с системой публичной власти, тоже активно внедряем как раз полный цикл управления персоналом. И эта работа еще активно началась в 2018-2019 годах. Это когда был принят указ главы Республики Саха-Якутия о модернизации государственного управления. И модель компетенций внедряется в сфере государственной службы. Если текущий этап новый брать, да, новые стратегические указы главы республики, в частности, можно привести два указа. Это
по борьбе с бедностью и вот о развитии единой системы образования. Там есть ряд мер и проектов, которые связаны как раз с увеличением занятости населения, то есть численность занятых у нас в соответствии с указом главы до 530 тысяч должна быть увеличена. Планируется создание единой клиентоцентричной экосистемы развития трудового потенциала республики, то есть это в целом, да, тоже предтеча такой кадровой стратегии региона, чтобы привлекать не отдельные, ну, кадры не только на отдельным работодателям, а в целом в регион, да. Ну и, конечно, очень много зависит от единой системы образования. Это и привлечение работодателей к дуальному обучению, индивидуальная траектория развития на всех этапах жизни человека. Если вот чем раньше работодатель вовлекается в профориентацию и обучение, и, ну, конечно, тем будет крепче связь, да, вот у выпускника, он сразу знает, куда он будет трудоустроен, и вот вопросов таких, да, с поиском работы или так далее будет возникать, конечно, гораздо меньше. А что, по-вашему, нужно сделать работодателям, да, чтобы удержать свои кадры и привлекать еще других? Ну, вот если по всем опросам смотреть, сотрудники, ну, в топ, да, вот опросов всегда критериев выбора работодателя входит, ну, на первом месте это хорошая заработная плата, это финансовая стабильность, гарантии долгосрочной занятости, то есть, ну, уверенность в завтрашнем дне определенная. Ну и вот приятная рабочая атмосфера и интересная по содержанию работы — это вот критерии, которые предъявляют ну, соискатели, да, к работодателям. И, соответственно, вот работодателю необходимо ориентироваться в первую очередь, конечно, на это. Ну и вот важно поддерживать высокий уровень вовлеченности. Вовлеченные сотрудники, они ну, положительно отзываются о своей организации, либо так, конструктивная критика, да, происходит. Они остаются работать в ней и, конечно, принимают максимум усилий для того, чтобы выполнять свою работу качественно и ну, вовремя. Да. А так вот факторы вот такой мотивации, это могут быть и внутренние, и внешние. Внутренние — это когда вот человек действительно удовлетворен своей работой, получает признание от руководства, обратную связь, похвалу, и вообще его вот ценностные ориентиры совпадают с корпоративными ценностями организации. А внешние факторы — это вот достойный уровень зарплаты, как я уже, да, говорил, комфортное рабочее место, комфортная атмосфера, вообще в целом стиль руководства в организации. Эти вещи, они, ну, то есть работодателю важно эти условия обеспечить. И, конечно, вот развивать такие нематериальные инструменты нематериальной мотивации. Это важно сейчас не только вот зарплата, а психологическое состояние здоровья человека, да, в целом здоровье. И поэтому даже обучающая программа у нас тоже вот ориентирована не только на профессиональные компетенции, а вот личные soft skills, да, и ну, вообще, чтобы в целом гармонично развитая личность была, чтобы он и здоровый был человек, да, то есть это все в комплексе важно. А с точки зрения вот привлечения работников, это, конечно, тоже такая большая задача для работодателя. Во-первых, благодаря вот такой сложившейся корпоративной культуре сформировать привлекательный образ как работодателя в первую очередь. Да? Это, ну, повышать квалификацию своих HR-специалистов, современные методы управления кадрами внедрять. И вот благодаря этому, ну, конечно, ориентироваться на молодежь, быть привлекательным для молодежи, для поколения Z. Вот, и это успех того, чтобы привлекать достойные кадры. Какова роль работодателя в подборе и развитии кадров? Ну, эту систему действительно, это задача в первую очередь работодателя — выстроить систему подбора. Во-первых, внутреннего подбора все-таки, да, то есть внутренний подбор, когда мы на освобождающиеся вакансии подбираем кадры из своей организации. То есть это развитая система кадровых резервов внутри организации, это система ротации, чтобы люди, ну, развиваясь в компании, шли по карьерной лестнице вверх. Да? Это система преемственности определенная. Ну и, конечно, система внешнего подбора — это на внешнем рынке, да, поиск кандидатов, это пассивный рекрутинг через вот сайты определенные, когда мы вакансии размещаем, либо вот активный поиск через кадровые агентства, допустим, да, и так далее. Хедхантинг такой определенный. А в развитии, конечно, вот качественная система развития персонала, она является и фактором вот удержания
талантов, да, в организации. Действительно должна быть такая прозрачная траектория развития человека в организации, и он, конечно, должен всегда иметь возможность повышать свои компетенции. Расскажите о конкурсе «Якутия вперед». Как такой формат помогает именно находить и развивать талантливых? Ну, «Якутия вперед» у нас является основным инструментом пополнения резерва управленческих кадров, именно управленческих кадров, да, и в прошлом году у нас был проведен первый раз в таком формате. Сейчас, в этом году он ежегодный конкурс. В этом году он сейчас как раз идет этап отраслевых и муниципальных отборов, когда от каждой отрасли, от муниципальных районов должны быть отобраны кандидаты уже в финал. Открытый отбор, где могут принять все желающие, он будет у нас в августе, в сентябре дистанционная оценка, тестирование, а в октябре это будет очный финал. Вот, по аналогии с прошлым годом. И, конечно, это победители, 25 финалистов, они включаются в резерв управленческих кадров. Вот, и уже назначение из резерва управленческих кадров, они в прошлом году были, когда новое правительство республики формировалось, и сейчас они идут. Поэтому это активно работающий инструмент. И что касается форума HR, который тоже у нас будет в Якутии, да, стартует скоро, немножко расскажите, кто примет участие и какие основные задачи? 23 мая, как раз приуроченное ко Дню кадровика, мы планируем проведение форума HR-день, время людей. Организаторами выступает Департамент кадровой политики Государственной муниципальной службы администрации главы и правительства республики и Высшей школы инновационного менеджмента при главе Якутии. Форум ориентирован на руководителей, специалистов кадровых служб, специалистов управления персоналом, и всех заинтересованных. Будут три основных трека. Это HR в госсекторе, HR в крупных корпорациях и в бизнесе, малом и среднем бизнесе. Будет 3 трека идти. Конечно, там будут выступления ведущих предприятий республики, экспертов в области управления кадрами. Также у нас приглашенные эксперты будут участвовать, то есть эксперты федерального уровня. Будут различные, помимо обмена практиками, да, пич-сессии, будут и такие тренинговые активности, мастер-классы и такое неформальное общение специалистов. Конечно, цель — это обменяться опытом, и как я уже говорил, да, когда гораздо больше HR-инструментов будет внедряться, современных передовых технологий, да, в целом каждый работодатель будет более конкурентоспособный, и в целом цель, да, чтобы в целом наша республика была привлекательна для специалистов, высококлассных специалистов из других регионов, из других стран. Ну что ж, спасибо большое, что вы уделили свое время и ответили на наши актуальные вопросы. Ну а я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.